Дорогие друзья, добрый вечер, всем привет. Меня зовут Аза Авдали, и мы в студии Рётаза, наша гостья Тара Мамедова. Тар, рада тебя видеть. Точно Я так же, как рада тоже. всему, да, вот я знаю, точно так же, как рада всему тому, что с тобой случилось в последнее время. Ну, я о твоем совершенно шедевральном клипе с песней «Хавно Гарон» «Страшный сон». Слушай, ну вот не успела вот буквально закончиться такая премьерная презентация, как на тебя обрушился вот этот шквал какого-то ну, прогнозируемого, ожидаемого успеха, и все-таки он всегда бывает какой-то неожиданный. И медийное пространство, в принципе, ну, музыкальный сегмент интернета, он буквально взорвался, да, все социальные сети об этом говорили, писали. Телеканалы раздирались, я думаю, еще приглашали тебя на бесконечные эти интервью, и вот Рио Таза мы тоже, так сказать, решили, ну, не отставать, вот, не оставаться в стороне от эпохального события. Но я тебе хочу сказать, несмотря на наши с тобой отношения, ты знаешь, мне благ не помог. Мне пришлось стать в очередь. И долго ждать, когда моя очередь наступит. И вот сегодня этот день настал, и мы с тобой общаемся. Да, но знаешь, так, не знаю, может, это секрет или не секрет, но я должна это сказать. Для меня вот прямо апофеозом всего этого стало то, что тебе позвонил сам Бах, великий наш Губади. Я это воспринимаю, как если бы тебе позвонил, допустим, ну, не знаю кто, Вуди Аллен, Стивен Спилберг, да, и сказал тебе кучу комплиментов. Ну, я надеюсь, что это будет иметь какое-то продолжение. Да, вот это так. Потому что каждый его комплимент из уст Баха Губади это дорого стоит. А теперь, слушай, ну, я бы хотела, чтобы мы с тобой поговорили об этой песне. Скажи, пожалуйста, о чем эта песня? В ней столько Азечка, боли, в ней столько страха, в ней столько тревоги. Что это? Азочка, я очень рада, что ты меня пригласила. Прости, что мы немножко Прощай. подождали. И сейчас хочу сказать всем слушателям, что меня нет уже где-то 20 лет в России, поэтому я могу не говорить по-русски, как вы говорите по-русски. Простите. Ты Да, теперь... прекрасно говоришь по-русски, я тебе уже сказала. Да, как дочь учительницы русского языка, конечно, не так. Вот, Азечка, я очень рада, что мы с тобой встретились и здесь, и что сейчас мы будем говорить о нашей песне. Да, «Хаунагран». Мгм. Сзади всего, что я пою, есть, конечно, огромная боль в жизни. Не все просто так происходит, и искусство тоже, и голос, и все, что мы поем. «Хаунагран» я написала эту песню в тот момент, когда Иленя болела, моя дочка. И в тот момент я поняла, что я выросла, что я стала настоящей, и я поняла, что такое боль. Я узнала настоящую боль, настоящую любовь, и как можно бороться за эту любовь и за счастье. Вот. И в тот момент я, конечно, много чего написала, и одна из этих песен была «Хаунагран». Но в «Хаунагране», то есть в «Тяжелом сне», не только борьба за жизнь моей дочки, да и борьба против всего, что мы живем этим днем, и мы пережили в нашей жизни. То есть борьба одной матери, борьба женщины, бабушки, брата, сестры и вообще всех раненых сердец. И как можно выйти от этого? Как можно выйти? Потому что в клипе, так как вы увидели, в нем мы показываем, что я отошла от этого сна, и природа мне помогла, природа и душа, сила, наша сила, которая находится в нас, она помогла мне вырваться из этого сна. Я решила показать эту борьбу своим голосом, своей музыкой, показать
ту любовь сильную, ту боль очень сильную и борьбу. Вот Хаунаграм рассказывает ну, про мою жизнь, могу так сказать. Я, моя дорогая, скажи, пожалуйста, и ты написала этот текст, а музыку Да. кто написал? Я плохо услышала тебя, Азочка. Повтори, Ты пожалуйста, написала вопрос. этот текст, а музыку кто написал? Ну, я написала музыку и текст. Браво. Я Ну и написала потом и музыку, пришла... и текст. Отлично, просто отличный текст. Но потом же вы сняли клип на эту песню. Да. Вот все, что Я связано с теперь вот... работой над клипом, аранжировка, кто это делал? Кто тебе помогал? Да. Я вот хотела уже к этому прийти. Вообще в моем проекте этого альбома есть 8 песен. Среди этих 8 песен есть 2 традициональных песен, тоже курдских. Я дала место и им, потому что, как сказать, наши корни идут оттуда. И все, что у меня есть, идет оттуда. Мы встретились с моей подругой, которую я очень сильно люблю, писательница, курдская писательница, которую зовут Бежан Матур. Да. И я села с Бежан, и я говорю: Бежан, вот у меня такие сильные песни, у меня такие музыки, но мне нужен очень сильный аранжировщик, который бы почувствовал всего этого. И она мне тут говорит: Тара, она послушала мои песни, и мы вместе заплакали. Она мне говорит: Тара, я тебя сейчас познакомлю с одним человеком, который целых 40 лет спрятался в одной доме и только думал о музыке. То есть он наполнен искусством, наполнен музыкой и душой, очень такой, как сказать, богатой. И я встретилась с моим аранжировщиком, которого зовут... Когда я поговорила с Бежан, сначала она мне сделала сюрприз, и потом только мы с ним встретились. И мы встретились у Бежанки дома. Он взял свой инструмент, уд, его зовут Серкан Дуран, я забыла это сказать, Серкан Дуран. И он начал играть под моим вот этим фонограммой, которую я сделала просто в студии, и начал играть. И когда он начал играть, я просто была в шоке от тех нот, которые он набирает, и как он играет, как он почувствовал всю эту музыку, все эти чувства. Мы начали все троем тут плакать, и я все говорю: Серкан, я говорю, может, ты в этой дороге будешь со мной, может, будешь со мной. Я пошла, его обняла, и я говорю: все, ты должен быть вместе со мной. Я очень-очень благодарна ему и его душе, которую он вложил вообще в мой проект. Если бы не он, я не знаю, что бы я сделала. А клип сняла одна из моих близких подруг, известная, так сказать, режиссер Кывылджым Акай. Ну, слушай, я тебе хочу сказать, это прекрасно, знаешь почему? Это абсолютно шедеврально, знаешь, в каком смысле? Такое кино черно-белое снимали великие режиссеры, вот Бергман, например, да, тоже «Сновидение». Поэтому это сразу, вот, знаешь, цепляет взгляд. Передай огромный привет и пусть скажи, что блистательная работа. Спасибо. Я тоже очень благодарна Кывылджым, потому что она очень глубоко посмотрела на эту тему. Она почувствовала так же, как и Саркан почувствовал песню, и вот сделала такой красивый клип. И у нас не было очень много возможностей для того, чтобы мы сделали большой клип, хороший клип. Она сделала это, как сказать, с душой. И поэтому это видно. И поэтому это получилось не в больших возможностях, но получилось так, что людям очень понравилось, и люди поняли, что происходит вообще в песне и в душе этой музыки. Спасибо большое, Кывылджым. Да, я тебе хочу сказать, что это редкость, вот такой клип, как-то он не совсем традиционно для курдских клипов, да? Он такой вот совершенно изысканный, очень.
Шар, ну, здорово очень, слушай. Ну, Ну знаешь, и Азочка, вот я хочу сказать, конечно, вот среди нас, среди курдов, мы еще не привыкли к новому. Для нас это очень тяжело видеть, принимать, почувствовать. Но надо нам уже перейти некоторые границы, я думаю. Фольклорная наша курдская музыка, она есть. Она у нас есть, да, и мы ее никогда не потеряем. Но нам нужны перейти, нам нужно, как сказать, нам нужно делать новый фольклор. раздвинуть Нам нужно, границы, нам нужно да, раздвинуть границы. да, Мгм. нам нужно раздвинуть границы, делать новые классики. Мы не можем жить только на том, что у нас есть. Мы Это должны правда. иметь свое новое, мы должны развиваться, мы должны открывать все границы, мы должны быть на сценах, на мировых сценах. Мы должны выступать там, где мир может нас услышать. И только фольклором, и только, ну как сказать, фольклором очень многие наши артисты перешли эти границы, конечно, но мы должны принимать и новое. Мы должны Безусловно, раскрывать так. Я с тобой глаза, согласна. душу. Да. Да, это правда. Но, знаешь, я тебе хочу сказать вот что. Абсолютно принимаю твою мысль, но хочу сказать, что, слушай, я скажу с ума от количества безумно талантливых людей. Да. Мы так много делаем сейчас за последнее время, ты знаешь, какими-то семимильными шагами мы идем вперед. И, ну ладно, эта тема большая. Вот, ну и вот завершая твою мысль, скажи, что ты хотел сказать. Ну, я это и хотела сказать. Просто нам Да, нужно но мы с тобой еще привыкнуть. вернемся к этому разговору, Да, вот да. к этому Мгм, вопросу, ладно? А теперь я мгм. хочу тебе вот знаешь что, скажи, пожалуйста, эм, вот в этой твоей песне есть такие слова «безьем, безьем, безьем», да? Ты Да, убегаешь, везде. убегаешь, Да. да. Вот я хочу, чтобы наши зрители увидели, от чего ты, они увидели, от чего ты убегала и куда ты прибежала. Мне очень Мгм. хочется, чтобы мы посмотрели сейчас отрывок из твоего абсолютно пленительного клипа, в котором ты исполняешь песню «Кадре де Бово», а потом ты расскажешь о нем, да? Мне Мгм. кажется, что это очень здорово. Вот ты куда прибежала? Азочка, сначала я хочу сказать нашим зрителям, что перевод русского языка нашей песни сделала моя любимая Аза, которая всегда со мной рядом О, и чувствует меня, поддерживает. Я тебя очень ну и не люблю, только Азочка. я. Бежан Матур И, тебе сделала ну, перевод на да, турецкий. Бежан сделала Так что, турецкий, да, потом Серхат сделал английский, да. и французский сделала наша Дели Авдали, твоя прекрасная дочка. Я Ну, их слушай, очень мы всех только люблю, были вас всех рады. очень. Хоть что, да. Спасибо, что ты Вы вспомнила. мне очень помогли. Почему, да, в песне, Очень да. рада. Я так, вот то, что я объяснила, да, я тут говорю, я здравым, да, я бегу, ухожу я Дари, от этой боли. Почему да, я там говорю, сглазили, как деревья моего сада, да, я да, да, такое да, да. говорю, потому что в моем детстве это для меня травма большая, когда мы с Киргизии уехали, оставили свои дома, свои сады, Мгм. и ты знаешь, Аза, я всю жизнь вижу этот сон, по-настоящему я вижу этот сон, что Я я тебя верю. всегда под деревьями Урюка сижу и, ну, денdik odышкиным, да, как наши говорят. Дари. И Так, давай ты об этом расскажешь потом, о своей... Вот я хочу тебе задать потом я о твоей просто, семье, ты расскажешь. нет, я просто хочу сказать, почему в этой песне идут эти слова. Да, 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 да. Вот Мгм. из-за этого я говорю, что, надеюсь, меня не сглазили, и мою жизнь, наши жизни так сглазили деревья сада моих родителей. Да, да. Вот. И потом как бы убегаю от этого всего, но Мгм. потом земля трясется, земля, но природа, вот эта земля, это сила моя, это сила, женская сила нашей души, Абсолютно. та сила, которую мы сами не можем знать о нем, о которой мы сами не знаем, и вдруг она, как сказать,
поднимается и тревожит нас, тревожит, и вот эта тревога и, как сказать, избавила меня от этих болей, и я смогла спасти свою дочку, себя и вообще смотреть на жизнь по-другому. Ну вот сейчас мы посмотрим твой другой клип «Кадры Дейбова», и люди поймут, зрители наши поймут, что для тебя важно. Это концентрированная история семьи. Да. Где Марук? Почему он не показывает нам? ورينا بقرين قدري دي بابا رن بشكرينين صحات وقابا ورينا بقرين قدري دي بابا رن بشكرينين صحات وقابا قدري وم بقرين رونيا شافا تنبجن حزار جمالي يافا قدري وم بقرين رونيا شافا تنبجن حزار جمالي يافا أختي بابين أختي بابين دنيا 20 ترين أنا عمرين أختي بابين أختي بابين دنيا 20 ترين أنا عمرين Дар, ну так здорово, ты знаешь, я люблю очень эту твою песню. Вот ты знаешь, такая прекрасная семья. Вот эта атмосфера, там нет, ты знаешь, никакой фальши, вот никакой надуманной мизансцены. Вот сразу видно, что я же видела, как твой этот свекр и свекровь твоя, Хоси Хазюри, это как они на тебя смотрят. Знаешь, это все такие важные вещи, ничего важнее семьи не может быть. Да. И я очень за тебя рада. Очень. Спасибо. Всем большой привет от нас, потому что вы Конечно. великолепные люди, большая нежность и большая любовь царят в твоей семье. Знаешь, я хотела Спасибо. вот еще сказать о двух людях, назвать два имени, которые тоже тебя очень поддержали, обрадовали своему успеху. Вот в песне «Ферно Верон» две блистательные леди курдской культуры, я их просто обожаю, это Тара Джа и Первин Чакяр. Они тебе близки, вы дружите уже много лет. Почему? Знаешь, наша мысль извилистая, и наша память тоже. Я недавно видела на YouTube новую песню блистательной Айнур Доган, ей аккомпанирует Тара Джа. И я, ты знаешь, вот сразу подумала, что у Доган тоже изменилась стилистика ее. Она вот начала петь в какой-то твоей такой манере. Это правда или неправда? И хочу сказать, что я вспомнила вот о чем. Что энное количество лет тому назад ты ведь тоже вместе с Тарой Джав подготовил цикл совершенно прелестных песен. Абсолютно с другой какой-то, знаешь, атмосферой, какой-то такой камерной, прям вот дворцовое пение. Мне это очень нравится. Ты расскажи, пожалуйста, вот где ты познакомилась с Тарой Джав? Как вообще случилось это ваше содружество, сотворчество? Я хочу сказать, что когда женщины любят женщину и поддерживают женщину, я думаю, что мир становится лучше, красивее и легче. И в моей жизни есть такие женщины, как ты, как Тара, как Вишан и как Первин. С Тарой я познакомилась в Париже. Я когда работала в Курдиаке в телевидении, вот тогда Тара приехала, она должна была выступать, и мы с ней познакомились, и мы очень друг друга полюбили. Мы с ней решили вместе спеть. Она говорит: Тара, давай я сыграю, а ты споешь. Она говорит: Тар, ну я музыкантка, а ты певица, давай.
Но я тогда немножко была такая еще, ну, как сказать, мне было как-то неудобно, я совсем-то не репетировала в тот момент. Но мы вышли на сцену оба, и у меня была такая любимая песня Сорани, да, из иракского Курдистана, Бриндаром. Я ее М, всегда очень сильно любила, я ее уже знала наизусть с 15 лет. Да, Вот. И я спела Бриндаром, а Тара сыграла. И, конечно же, получилась очень красивая это песня, правда. сцена. И людям Очень. это очень понравилось. И после этого мы с Тарой начали очень близко дружить. Мы с ней постоянно встречались в Париже. Вот. Я ее очень много слушала. Мне были очень важны ее мысли для продвижения моего. Вот. И до Мгм. сих пор это так. Когда я что-то делаю, я у нее все спрашиваю, я ей даю слушать все демо, которую я делаю. Ей Мгм. очень понравился Хаунагран. Она прям, она Гартара, ну, она говорит, за последние годы, говорит, это единственная музыка курдская, которая мне так сильно понравилась. И после, конечно, нашего Да. выступления это стало немножко как мода, и старые начали многие певцы петь, и также Айнур. Ну, и все выступления были замечательные, красивые и хороши. Вот. И также Первин, конечно, мы все очень друг друга, как сказать, гордимся. Первин одна из оперных Да, курдских да. певиц, которая не пропускает, как сказать, которая тоже очень хочет ворваться в другие сцены, показать курдскую культуру. Она для этого очень хорошо работает. И также очень многие другие наши артисты, как Раушан, новые, как бы сказать, и очень других артистов, мужиков, так, мужчин, да, но Ой, я слушай, больше очень хочу много поговорить, талантливых людей, очень много. Ты знаешь, они вызывают у да, меня восхищение и гордость абсолютную. да. Мгм. Но мне, конечно, хочется больше говорить о женщинах. Это Ну, больше, понятное дело, что же, ну, наши да, женщины себя не обидят, ты знаешь. да, Мы конечно, идем тоже, да-да-да, потому что за нами поддержка наших мужчин. Вот почему, понимаешь? За каждый из нас поддержка наших мужчин. За да, тобой, за конечно. мной, за Парвин. Слушай, ну я Тару Джах обожаю, ты знаешь, она какая-то, по-моему, занимает какое-то особое место. У Да, нее такая, вот конечно. видишь, это такой тонкий человек. Э, Да, Ей очень подходит инструмент тары, вот. да-да-да. Очень Она сама как органичная. Она инструмент, и ее да. арфа, мгм, это Да, они правда. стали Это прям правда. как, не знаю, как любимыми Единое друг целое. друга. Мгм. И да, они как стали целые, и они очень друг к другу подходят. И очень-очень редко людей, что так подходят как к какому-то инструменту. И Это так правда. любят Она его. очень, очень органична, очень. Да, и вот так вот у нас прошла Слушай, наша эта история. Мы вообще хотели спеть еще одну песню, но Тара была потом операция, она болела, и вот мы подумали уж сделать это попозже. Я надеюсь, что попозже мы снова вместе споем, но уже через я 10 думаю, лет что как да. бы. Да. Обязательно, да, обязательно. Мгм. Ну, это будет, я думаю, что-то восхитительное, как всегда. Вот ты знаешь, для меня абсолютно очевидно, что ты в своем творчестве и в своей личной, ну, такова твоя человеческая природа. Ты всегда исходишь из какого-то внутреннего импульса, да, и твои песни, вот ты знаешь, вот это твое тихое пение, это твоя фишка, да, но оно такое убедительное, каждая твоя нота доходит ровно туда, куда она должна. Вот мне интересно, откуда это у тебя? Где ты училась этому вот, ну, пению? С чего началась твоя музыкальная карьера? Знаешь, Аза, мама моя, это самый, ну, как сказать, человек, который... Я вообще похожа на нее. И голос Мгм. мой похож на ее голос. И вообще, ну, я люблю искусство, как она любила. Это она мне показала искусство, это она научила меня петь, это она научила меня жить. Она всю жизнь в Киргизии работала и открыла вообще культурный центр во имя Лягаз.
И тогда Мгм. мы дома всегда слушали песни, наши традициональные курдские песни, и к тому же русские романсы, классики русские романсы. Я очень любила Да, русский романс, я очень любила русские народные песни. Мне очень они нравились. Я пела как мама, она тоже всегда пела, она пела на сценах. Я знаю, что во время Советского Союза она даже где-то была первая на каком-то фестивале, я не знаю. Я знаю, но так как выдали ее замуж, она не смогла пойти дальше насчет искусства. Но она всегда делала это для молодых. И вот у меня пошло искусство оттуда. Мама говорит, я помню, когда было тебе 6 лет, мы тебя собирали на свадьбах. Мы не знали, где ты. И раз мы смотрим, ты на какой-то сцене поешь у кого-то на свадьбе. Ну, танцуешь. Все время у тебя, говорит, ты никогда с куклами не играла. И я действительно никогда не любила. И я всегда рисовала такие рисунки, они до сих пор у нее есть. Я рисую всегда сцену, я на сцене пою, и много людей меня слушает, и я какая-то вся не в себе на сцене. Я очень люблю понятно. сцену. Твой волшебный Она, мир, иллюзорный, но такой да, это, прекрасный. да, Да, да. она помогла мне это все, но это должно быть в человеке, должно быть и по природе, я думаю. Потому что у меня были другие сестры, Правда. братья, но у меня это было больше. Мама это заметила, что у меня это было больше, и она меня отправила в Ярославль, где когда-то был Курдский культурный центр, для того, чтобы я продвинулась больше. Я там осталась несколько лет. Да, действительно, я там очень многому чему научилась. Я научилась танцевать профессионально, петь профессионально. Я училась у Шалико Бекяс, Да что ты? театром. Да-да, я очень его люблю, и от него я очень много чего научилась. Очень жаль, что сейчас мы его мало видим на сценах, очень жаль. Но я надеюсь, что таких, как он, будет больше. Вот. Это все пошло дальше. Я никогда, как сказать, мне было очень много раз тяжело в жизни, и что надо было уйти от этого, что это не поможет ни к чему. Нет. У меня это было в душе, и оно шло само по себе. И я попала в Ну, это Париж. чувствуется. Я попала Да, в это Париж, чувствуется. и тут я встретилась с совершенно другой культурой, с Мгм. другим миром. Это было большое море, где я не умела плавать, но и научилась сама по себе плавать. Я была совершенно одна, без семьи, без сестер, без братьев. И тут я познакомилась с джаз-музыкой, я Да. познакомилась с этническим фольклором, я познакомилась с Мгм. поп-музыкой, очень много разных как бы музык, и мне очень понравилась джаз-музыка. Я как-то ходила слушать этих певиц в таких парижских, как сказать, джаз-клубах, да, и я познакомилась там с музыкантами, с Да. которыми я познакомилась там с музыкантами, и тут им очень понравилось, когда я пела с манером джаза на курдском языке. Я стала с Круто. ними вот работать, и все Мгм. пошло. Вот, пошло Ну, я дальше, как видела бы. эти твои, кстати, я видела эти твои ну, совместные выступления с французскими музыкантами, и это, правда, тоже очень круто, очень круто. Ну, в общем, все осталось в тебе, в багаже твоем. Вот Да. сегодня в твоем пении, в твоих песнях, вот ничего не пропадает, понимаешь, ничего никуда не уходит. Вот все осталось при тебе. Вот я о Вот том только тоже я хочу вспомнила сказать, наш да, разговор с тобой. Ну, ладно, мгм. продолжай. То, что я хочу сказать, вот потом я сама узнала некоторые мотивы в своем голосе. Когда Мгм. я приехала в Турцию, я когда познакомилась с музыкой вот Турции или вообще, да, Востока, э, Мгм. и когда я стала мамой, у меня изменился голос. Потому что я изменилась, потому что у меня Да, душа совершенно изменилась, я начала совершенно по-другому смотреть на мир, на людей, на детей, на природу, на все, на все. И тут
я почувствовала, что мне что-то изменилось. Я стала мамой, и я начала петь спокойнее. То есть я начала петь Да. спокойнее, чем я пела раньше. Раньше какой-то у меня был стресс, какой-то, ну, показывать голос как-то, надо показать голос. А тут нет, все, этого мне уже не надо было. Я стала самой по себе, я стала сама, я встретилась с собой, я узнала себя, я люблю свою дочь, и я должна петь как я Потрясающе. есть. Ты говоришь потрясающие вещи. Вот так вот, Азочка. Я начала петь совсем по-другому. И из души у меня идет все по-другому. Я начала писать по-другому. И музыку делать совсем по-другому. Мне не надо было очень много времени, чтобы писать одну песню. Мне хватит 2 часа. Мне хватит эти 2 часа, чтобы я, как сказать, написала свои чувства. А потом просто я их вставляю в красивые места. Все. Мне это самое главное, и я больше не хочу идти за тем, что где нет моей души. Я должна туда идти, где моя душа, я должна быть такой, как я есть. То есть для того, чтобы заработать деньги или экономически жить получше, все такое, я могла бы совсем по-другому жить. Ну, вообще в искусстве, делать другие выборы. Но я даже постаралась сделать. Но нет, у меня не получилось, потому что я не могу. Я не могу Потому быть... что ты другая. Потому что ты другая. И этим все объясняется. Да, Ну мне вот так и... приятно слышать эти слова. Это потому что ты, Азочка. Вот я совершенно сейчас очень чувствительна. Ты знаешь, Я говорю ты сердцем, вот, душой. понимаешь, да. Я счастлива, что ты сегодня здесь, на этой нашей встрече, озвучиваешь абсолютнейшую свою, вот струны своей души. И я хочу, чтобы все слышали и знали, кто такая Тара Мамедова. Спасибо, Азочка. Если бы Это не вот ты, на конечно, том. если бы не ты, мне было бы трудно так говорить. Если честно, я Ну, впервые я так так рада, Тань. открываюсь. Ты знаешь, что я всегда, мое плечо всегда рядом с твоим. Это Я ты знаешь. знаю, Слушай, а давай, я знаешь что? знаю. Давай вспомним историю нашего знакомства. Давай. Вот, и потом, в общем, вот ты продолжишь. Да, это было, ну, в каком году? То ли в 2009, то ли в 10-й 2010. год. 10-й был, Да. да? Да, Вот, в 10-й, Париже. да. Вот, значит, и что я хотела купить для Азары пару дисков вот с курдскими песнями. Спрашиваю Кендала Низана, я говорю, слушай, где мне их купить? Он говорит, а ты не знаешь Тару Мамедову? Я говорю, нет, не знаю. Ну, я, говорит, в общем, вас познакомлю, она все это знает, и она скажет, где купить, как купить, куда пойти. И, в общем, сейчас я не помню подробности, но он устроил нам вот это рандеву. Мы встретились с тобой на этой площади рядом с институтом, в кафешке. Я должна сказать, что ты абсолютно сбила мое воображение. Ты знаешь, ты была невероятно хороша собой, и ты была не по-парижски дерзкая. Ты была в шортах, и мне это очень понравилось, просто очень. Я потом даже пришла домой и рассказываю своим, что, слушайте, такая девчонка прелестная, и она была в шортах, и мне это очень нравится. Ну, в общем, мы с тобой поболтали, потом пошли вниз по этой улочке, которая вот перпендикулярно на Лафайет, пришли в какой-то магазинчик, купили вот, в общем, эти 2 диска, и потом как-то так сложилось, что потом уже приезжая опять в Париж, я вот, не получились у нас встречи, и уже где-то в году 15-14 мне сказали, что ты уехала вообще из Франции, да? Ну да, я вот когда мы с тобой встретились, конечно, я была такая еще, как сказать, Ты была чудесная, молоденькая. ты была невероятно хороша собой, невероятно. Да. Понимаешь, прям вот Ну, модель. Вот. И, кстати, спасибо, вот Алечка. тогда же, вот когда мы сидели в кафе пили кофе, ну, воспоминания нахлынули. Ты мне рассказала, что ты поешь, и что ты вот даже, значит, вот тогда-то ты мне и рассказала, что ты пела на самых крутых этих французских парижских дискотеках курдские песни, и зал просто сходил с ума от этого. Вот, наверное, когда ты с французскими этими музыкантами Да, вот это было тот время, да. когда я встретилась вот с этими музыкантами, которые мне помогли узнать о чего я Да. от них научилась очень многого, и
и это было прелестно, вот эти годы для меня. Я была очень такая, я вся летела, мне не хотелось петь, мне хотелось узнавать, я жила очень так-то среди французов, вот, только вот в Курдиях я как-то Да, бывала да, среди да. курдов, я так и смогла разговаривать на французском, либо бы я не смогла выучить французский язык. И тогда вот мы с тобой встретились, ты даже сказала: Тар, может, ты напишешь песни для Зары? Даже тогда я помню, и Да, я да. тогда думаю, нет, я еще не готова, как писательница песен, я еще не готова, да, как бы я сама себе еще как-то думала, что мне еще надо время, и вот получилось так, А что вот через потом, давай ночь... я скажу, что получилось. Давай. Значит, для Зары Ясмин Леви написала, ну, они дружат, написала какой-то музыкальный текст, и Зара искала кого-нибудь, кто бы написал бы ей текст. И я, в общем, я не умею писать тексты, тем более на курдском языке. Я звоню Каме Зашедаде. Я говорю: Каме, милый, рассказал, я говорю, пожалуйста, напиши для Зары вот какие-нибудь стихи, вот текст, подходящий под эту музыку. Он говорит: ну, Азахам, я же не поэт, я не пишу стихов. Я говорю: слушай, ну, откуда ты знаешь? Может, ты поэт, ты просто об этом не догадываешься. Ну, это, знаешь, он ошалел, по-моему, от моей наглости. Ну, хорошо, я попробую. Проходит пару дней, он мне звонит: нет, говорит, знаете, я все-таки не могу, это очень большая ответственность. Я, говорит, послал своей подруге в Стамбул. Она известная курдская певица, пишет тексты для многих курдских певцов, и вот она, так сказать, согласилась написать для Зарочки вот, значит, этот текст. Я говорю: слушай, ну, прям чудесно, спасибо твоей подруге. Как его зовут, я спрашиваю. Он говорит: Тара. Я говорю: а фамилия у Тары есть? Мамедова. Ой, я говорю: милый ты мой, скинь мне ее контакты. И вот, собственно говоря, с тех пор, да, да. А вот теперь ты продолжь. Как ты, вот, как вы сдружили, Зары. Я знаю, что вы очень дружите. Меня это очень радует. И я знаю, что вы друг другу очень помогаете. И ты ей, и она тебе. Пожалуйста, расскажи, вот, Да, что было, ну, как было. нас познакомила, конечно, ты, если бы не ты и не Камис, мы бы не встретились с Ну, это Зарой, не это было бы важно. очень тяжело. Спасибо Да, вам, что вы нас встретились, и пожалуйста, приходите еще. что получились такие красивые песни, музыки. Вот. Мы с Зарой поговорили. Вот. Я сначала, конечно, думала, ну, мне надо было ее узнать, как она хочет, что она хочет, что ей нравится. Ну, я как-то почувствовала ее быстро, потому что когда она отправляла мне музыку Ясмин, Да, я слушала эту музыку, я начинала все это чувствовать. Я ее хорошо почувствовала, Зару. Мы с ней начали очень часто общаться, разговаривать. Мы стали как сестры, ну, друг другу уже и это как-то здорово, я очень рада. уже очень было намного легче общаться. И вот я написала вот эти вот 3 песни, слова, а музыку сделала Ясмин Леви. И Мгм. я была очень этим рада, потому что я это тоже написала во время, когда Елене Да, да, болела. ну, я-то И, это если знаю, да. честно, Зара, как сказать, она мне помогла думать о другом, о хорошем. Мгм. Эти песни мне помогли думать совсем о другом, и у меня не было негатива. Я думала о песне, я думала о Елене, я кушать готовила, я пела, я танцевала в больнице. И это мне сделало очень, как сказать, это мне помогло, очень помогло, Да, как сказать, чувствовать себя хорошо, потому что это искусство, это лечит человека, вот. И тогда, когда это все писала, это все, ну, нам было, конечно, очень нелегко и с Зарой, и мне, и с тобой. Мы очень часто говорили, ты помнишь, мы очень говорили часто. Это было все нелегко, но мы поддержали друг друга, и вот получились да, да, и красивые песни, и мы вышли с этой больницы навсегда, надеюсь. Вот. да, да, И да, потом вот да, это правда. произошли эти фестивали в Москве, Зара начала петь всё это. Ну и сейчас мы готовим новые песни. Конечно, все это не Мгм. закончилось. Мы до сих пор готовим новые песни. Я надеюсь, что очень скоро они будут Отлично, готовы, и Зара да. их споет. Потом Зара еще, я ей нашла другие песни традиционные. Я предложила ей спеть еще какие-то
традиционные песни, которые бы подошли бы к ней. И ей очень понравилась одна песня, вот скоро сюрприз, не буду пока об Да, этом ну пока не говорить. говори, не Ну, это выдавай, будет, не выдавай. да, Пусть это будет да, сюрпризом, но да. это будет сюрприз, да, красивый сюрприз. Вот так вот наша история с Зарой, конечно, мы не только в искусстве и в других вообще Да, вопросах я жизни, мы знаю. друг другу очень Мгм. помогли. Зара меня Да, поддержала да, да, очень в моих тяжелых днях. Я очень да. благодарна ей и очень Я ей люблю тоже ее за благодарна это. за это, да. Да. И вот так вот, прекрасные, Да, но хорошие еще же вот отношения. когда, помнишь, в 18 году на фестивале, вот Зарин фестиваль, который в Коломенском, ты же ей сделала еще, ну, фантастический, вот это был подарок, лично для меня это был подарок, когда приехали ребята из «Огней Анатолии». Расскажи эту Мгм. историю. Да, Зара просто, она у меня спросила, Тар, а кто среди курдов сможет танцевать? Я смотрю, ну, вот действительно, вот сейчас я хочу вот тут и сказать, нам нужна эстетика, нам не только нужны хорошие танцоры, но нам и эстетика нужна. Когда я начала думать, ну где наши группы, да, где все красивое с эстетикой, все нормально, девушки, парни, все, Мгм. ну, я их не нашла. Я была вынуждена посмотреть уже в другую сторону. Я поговорила с Мустафа Эрдоганом, то есть Да, главой «Огня Анатолии». И спасибо очень большое Мустафе, что ему очень понравилось, что я ему позвонила, и что мы предложили ему такой. И он прям был рад, и он сказал, что он сделает все для девушек таких курдских, с которыми можно гордиться. Ему очень понравилась Зара, и он согласился отправить группу. Вот. И мы с Зарой были отлично. очень благодарны им. Да, это Они, было конечно, прекрасно. выступили Очень здорово. очень хорошо, да и не всегда готовы к будущим вот, для таких сцен. И вот так и они приехали в Москву и сделали вот эту чудесную сцену. Это правда было чудесно. Мгм. Слушай, знаешь что, а о чем бы еще хотела с тобой? Вот ты вспомнила маму свою. Ну, я считаю, что у тебя мама какая-то совершенно уникальная женщина, вырастившая стольких детей, и все достойные люди, стремящиеся, конечно, к хорошему только. Я желаю ей здоровья там, чтобы она была здорова. Спасибо. И знаешь, Спасибо. я вот вспомнила историю, ну вообще вот русская история, может быть, какая же она трагическая. Ваш род, ваша семья, вы же из Бакура, да? Из Северного Да, Кыргызстана. мы из Вана и из Агри. Вот, понимаешь, из сердца Курдистана. Скажи, пожалуйста, ну так получилось, что часть вашей семьи, вот исход был такой великий курдский исход. Часть вашей семьи оказалась в России. Что дальше-то было? Как дальше-то все развивалось? А часть Ну, осталась там. да, так получилось, что мой дедушка, уж когда он был в Ереване, его братья остались на той стороне. Он пропал, короче, через Эрясь, когда они переходили, он пропал, он остался один, и он вырос один, без сестер и без братьев. Один из моих дедушек, ну, через матери, Мгм. а другой тоже потерял, со стороны отца тоже потерял своих братьев, только с одним братьем они встретились там, вот. И представляешь, это было всегда у меня как-то в душе найти моих Да, настоящих дядь, ну, это мои родные дяди, да, со стороны отца. Ну, со стороны мамы я еще их не нашла, но со стороны отца я как-то поехала на концерт в Ван. Я часто бываю да, в Ване, и они знают, что я своя. Они это чувствуют и знают. И поэтому да. они всегда наполняют наши концертные залы. Мне очень нравится и очень приятно. Вот. Мгм. И я как-то поехала туда, и один из моих слушателей, семья, они прям: Да. Тара, мы очень хотим вас как-то с Еленей угостить у себя дома. Пожалуйста, ну, пожалуйста, да, как бы. И Да-да. я и была со своей свекровкой, я говорю, ну, почему нет? Ну, пойдемте. Мы пошли, они собрали яблочки, такие прямо возле гор, очень недалеко от гор, красивое, Мгм. прекрасное место. И они начали
спрашивать о моих предках, я когда сказала имя, и это одна бабушка там сидела, и она, Тара, говорит, я знаю эту семью. Я говорю, может, я ошибаюсь, я беру телефон, звоню своим русским дядям, тетям, всем вот этим пожилым, да, людям. И они все говорят, да, это они, да, это они. И один родственник звонит одному из них, и сразу машина подъезжает к этому дому, оказывается, они прям очень близкие. Гунде Ашира Брука, как бы, да, со стороны отца у нас Бруки, а со стороны мамы Джаляли. И приехал мой родной двоюродный брат. Он сразу нас обнял. Он меня обнял крепко. Он у нас взял машину, поехали мы к ним домой. Все собрались дома, все начали плакать. Ну, это было короче. И я вижу фотографию своего дедушки и бабушки у них дома. Я начинаю плакать, я говорю... Он говорит, вот это дом вашего деда. Вот ваши предки здесь родились. Это было очень, ну, как сказать, я не могу это выразить, эти чувства. Это было нечто, это было что-то. И сейчас один из моих, ну, конечно, через 2 месяца, один из моих дядь, Яшар, он умер от сердца резко. Да, я помню эту историю. Да, это было очень... И один из других моих дядь, он мне почти каждый день звонит, и как будто я его родная дочка, каждый день звонит, спрашивает его дети, его дочки. Мне очень приятно, что теперь у меня семья Ваня. Да. Ну, вот так вот, Засечка. Такая, знаешь, история и печальная, и радостная одновременно. Да. Знаешь, я думаю, в каждой курдской семье вот отыщется что-то подобное. Я бы могла бы тоже рассказать. Да, очень тяжелая была судьба, и, к сожалению, она пока продолжается. Слушай, ну я знаю, что вот пока мир не накрыла новая реальность, пандемия, ты очень много пела на самых разных площадках в Турции, да, и в Стамбуле, и в Диярбакыре, и в Ване. Вот, а сейчас вот, ты готовишь какую-то концертную программу? Ты не знаю, чем все закончится. Но ну, я даже не знаю. Ну, сейчас вообще я об этом не думаю. И остановилось все, да? Да, это все остановилось в Турции. Ну, для меня это вообще остановилось, потому что я не могу рисковать из-за дочки. Я поэтому не собираюсь. Вообще в Турции сейчас все запретилось. Вообще уже концертов не будет до лета. А потом, конечно, до лета я буду делиться своими песнями вот со своего проекта, альбома. Первую я вот Халнагран, вторая будет Цари Соли, вот скоро, через недельку-две. Да. Потом еще одна, потом вот поодиночку я буду показывать свои песни. Тебе есть чем заниматься. Мне есть чем заниматься, и еще я занимаю сейчас место в одном очень важном проекте курдском. Вот, можно я начну? Да, конечно, да. Я знаю, о чем ты хочешь сказать. И, слушай, но вот наши зрители, наши слушатели об этом еще не знают. Ты потом продолжишь, потому что ты знаешь больше. Значит, вот есть такой проект «Бежан». Он, собственно, возник не на пустом месте, а мне так кажется, он возник потому, что в мире есть потребность вот в знании курдской среды, курдской информации о курдах. Спрос огромный. Появился интерес к курдской истории, курдской культуре, курдской духовности, да. И вот умные люди, они вот, в общем, они поняли, что нам нужно открыться миру, нам нужна популяризация вот всего того, что есть за нами, да. И вот был создан этот проект. Бежан, так зовут девочку, мультяшная такая девочка, да, такая симпапуля. Кстати, на Елене очень похожа. Вот. И что я хочу сказать, знаешь, вот мне кажется, эти люди, которые этот проект, вот они, так сказать, придумали и работают над ним, он же очень такой ультрасовременный, да, очень с привлечением всех вот новых технологий. И это будет что-то телевизионное, да, и нас, вот ты мне скажешь, подтвердишь или нет, по-моему, в этом проекте будут участвовать очень высокие персоны вообще мировой культуры, да? Да,
Это, как сказать, вообще они создали Бехменду, вот этот человек, который это все начал. Да, Это был первый курдский игровое приложение в интернете. Это было первое курдское игровое приложение по всему миру. Они ага, сделали вот предложение, теперь они будут делать его книги, игрушки и, конечно же, первое курдское анимационный фильм, то есть мультфильм. Как наша, да. как курдская, она станет курдская Маша, да, Бежан в Хесенкейфе называется фильм. О, Бежан здорово. в Хесенкейфе. Это Хесенкейф, это один из курдских городов, который находится рядом с Батманом. Вот. Да. И это очень-очень, как сказать, глубокий проект, очень большой проект. Мгм. Она будет на 3 языках, на курдском, на английском и на турецком, конечно, так как это делается в Турции. Да. Самые великие турецкие актеры будут дублировать на турецком, и самые великие Да. актеры мира будут дублировать на английском. И я очень горжусь тем, что я буду писать слова и музыку этого мультфильма, первого курдского мультфильма, такого, Потрясающе, который Сара. будет, да, я очень-очень этим горжусь, что меня выбрали, что мне предложили это, и что я хочу сказать, что я от души это приняла, это для меня гордость. И я очень надеюсь, что Это правда. это, как сказать, принесет красоту в душу всех курдских детей, а также всех детей мира и родителей, конечно. В мультфильме будет показываться курдская культура, курдские города, песни, музыка, юмор, то есть шутки наши. Ну, так, как делает весь мир, да, вот как Маша и Медведь показывает русскую культуру вообще. А также и влияет на всех, как сказать, влияет на весь мир и детишек всего мира, да. Да. Также и Бежан будет влиять на весь мир, она будет показывать свою культуру, она будет показывать, как можно жить дружно в одной стране, как можно друг друга уважать, как можно терпеть друг друга. Вот. Короче, очень прекрасный проект, Да, мне это очень безусловно. нравится, и можем уже гордиться тем, что скоро будет такой вот курдский проект. А я хочу, знаешь, вот продолжить. Вот ты такие очень интересные вещи рассказала. Сейчас же нас слышат и курдские бизнесмены. Ну, понятное дело, что любой бизнес предполагает некую выгоду, да? Вот. Но этот проект предполагает не только выгоду. Этот проект предполагает какие-то вот наши курдские амбиции, да, это нравственная, прежде всего, победа каждого из нас. Вот мне кажется, что так было бы здорово, если курдские бизнесмены как-то вот приняли бы участие в этом проекте, потому что за этим проектом огромное будущее. Знаешь, Аза, я хочу еще сказать о том, что в этом мультфильме, я могу об этом сказать, я думаю, я спросила, что характер Надии будет, наша Надя, Изитка, вот, будет, если они делают договор, так будет прям такая же девочка, которая на нее похожа. То есть тут мы будем показывать все с курдской культурой общей, и наши религии, и духовности, и все наши религии, и все наши, ну, все. Поэтому я думаю, что курдские бизнесмены должны взглянуть на это. Это очень большой проект. И выгода, и, как сказать, и экономическая выгода в нем будет большая, да, и моральная, выгода. самое главное, моральная. Самое главное, вот это моральное. Я обращаюсь ко всем курдским бизнесменам, чтобы они, так сказать, в интернете можно найти информацию. Проект Бежан. Господа бизнесмены. Вот. У нас есть только вы. Больше ничего у нас нет. К сожалению, у нас нет государства, у нас нету нашего государства. Если будет. У нас есть люди, у нас есть прекрасные люди. Человек, который сделал вот этот проект, он даже идет и турецким демократам, по-моему, он даже будет встречаться с Эрдоганом. Он вынужден от всех получить вот это вот. Он делает все,
чтобы это все было прекрасно, чтобы приняли его и в Турции, чтобы дети турецкие видели, и чтобы и они понимали, что это красиво, что курдская культура – Да, это да, и красота, главное, что что надо ее сегодня принимать. Турция разворачивается лицом, правда? Вот Да. это тот момент, когда мы можем сделать не один шаг вперед, курды, а 2, 3, 10 шагов. Да. Ты знаешь, И это работает на Азочка, нас. мне очень обидно, вот я вчера, могу сказать Ну, так, мы позвонили, короче, они позвонили одному курдскому бизнесмену из Турции. да. Давайте будем вместе в этом деле, ну-ка, если вы хотите. Вот не то, что то, что тут проходит курдская культура, сразу назад. То есть это очень обидно это все видеть, очень обидно, хотя в Турции этот проект, как сказать, он принят даже от турков, принимается. Поэтому наши бизнесмены, наши люди, уважаемые наши люди, у нас очень много таких людей, просто они должны об этом знать. Не все могут об этом знать, и вот только через такие программы они могут узнать, если они могут что-то сделать, помочь или быть вместе с ними и как бы получить и моральное, как бы, да, что-то Да, моральное, да. и, конечно, экономическое. Это было бы, Ну, конечно, да, безусловно. замечательно. Ну, к сожалению, мы с тобой не бизнесмены, поэтому Нет. я очень надеюсь, что нас услышат. И как-то вот, понимаешь, я абсолютно уверена, да, есть очень много людей, которые просто не знают об этом, понимаешь? Вот Да, услышат, конечно, не может быть, знают, они... просто не знают. Да, 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 да. да. Мгм. Да, да. Вот, слушай, ну, что еще хотела тебя спросить? Вот твоя семья, которая живет сейчас, вы как бы встречаетесь, общаетесь, ездите друг к другу? Твоя мама, твои братья, сестры. Да, у Это меня, тоже важный конечно, момент в твоей жизни. знаешь, Аза, настоящие люди в моей жизни, которые меня любят по-настоящему, это они. Я это всегда знаю. Это мои сестры, Да, братья, это правда. мама. Вот. Мама, конечно, болеет моя, она уже не та, которая была на ногах, бегала за курдской культурой целых 40 лет. Она заболела, она теперь лежит, к сожалению, но она так же разговаривает, как я и ты, она очень здорова, просто вот у нее с ногами проблемы, Ну, к знаешь, зато сожалению. дух ее крепок, дух ее Зато крепок. дух у нее молодой, ну, конечно, очень обидно ей так лежать, и нам очень обидно. Не знаю, это очень тяжело видеть все это, но жизнь такова, Жизнь скажем, да. продолжается, да, Жизнь жизнь продолжается. У продолжается. меня 3 замечательные сестры. Одна живет в Да, Казахстане, другая живет на Владивостоке, другая живет в Нигара. Краснодаре рядом, да, Нигары. Братья в Мгм. Саратове, оба с моей мамой, ну, рядом они. Вот, мы все Молодцы. далеки очень друг друга, очень от друг друга. Мы все попали в разные страны, в разные города. Это очень Мгм. тяжело, но мы ближе всего, как бы сердцем мы Это ближе правда. всего. Мы Мгм. каждый день общаемся. Мы каждый год, даже каждые 6 месяцев мы виделись. Вот из-за коронавируса мы в этом Ну году да, не да, да, да. увиделись. Я Да, абсолютно уверена, что твоя мама нас слушает, и я хочу ей сказать да. большое спасибо за такую дочку. И чтобы она была здорова. Спасибо, спасибо, Азочка А, родная. чудесно. Тар, я так рада нашей сегодняшней беседе. Я Ты тоже так очень рада, много, вот, ты Азочка. знаешь, ты много интересного рассказала, и я думаю, что твои поклонники, их целая армия, а я, ты знаешь, в числе твоих самых таких, ну, преданных поклонников. И мне кажется, что ты сегодня открылась э, еще и с другой стороны, потому что многие же не знали ничего из того, что вот относится к твоей личной жизни. Какие-то вещи мы всегда, так сказать, ну, не афишируем. И мне кажется, что вот, да, они узнали тебя лучше, больше, и симпатии к ним гораздо выросли, несомненно. И я так счастлива, что среди твоих близких друзей очень много замечательных людей. Ну, знаешь, вот ты такая, какая ты есть, и к тебе тянутся хорошие люди, умные, благородные,
И, знаешь, благородство в душе всегда безмятежно. Эти люди, они, знаешь, их не гложет зависть, какие-то плохие проявления. И я желаю, чтобы все у тебя было всегда так. В общем, вот чтобы без я, и ты пришла куда надо, понимаешь? Ты сильная, прекрасная девочка, у тебя прекрасная семья и в Стамбуле, и здесь, в России. И я очень надеюсь, что все будет хорошо. Я люблю очень Эленю, я с огромным уважением и любовью отношусь к твоему мужу Сальману. Пожалуйста, всем привет. Я тебя обнимаю крепко. Хочу сказать огромное спасибо всем нашим зрителям, слушателям, которые нас смотрели. И, надеюсь, получили огромное удовольствие от знакомства близкого такого с тобой. И спасибо нашему Маруфу за то, что он нас Мгм. поддерживает. Да. Да, Азочка, спасибо целую тебя, моя большое. Тоже, дорогая. я тебя тоже очень люблю. Спасибо, Маруф. И спасибо всем зрителям, которые были с нами. Я вас очень люблю. Пока. Мы тебя тоже. Пока. خونك شوامن دوره 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 مدبی اسرك تشابمن بخواك جرا هات درد نزاركات نزاركات كالو 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 نزاركات مينا داري بختي مالا ملا ويلا 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 لو وسيا وسيا مسيا شخوا كده بس يمشي خواطر عندي باقي من شمينينا أخل بننجي من سنجا خداشينا داشينا داشينا الله كسر من درشينا كانوا قريل سسارم دقرينا دقرينا داشينا بس يا Messiah, la la da la la la
ah, ah.